В этом видео я рассмотрю основные ресурсы для изучения удмуртского языка, которые я использую для создания видеоуроков на этом канале. На мой взгляд, они могут быть полезны для всех, кто начинает изучать удмуртский язык. Будут рассмотрены учебники и самоучители, грамматики удмуртского языка, словари, параллельный корпус текстов русско-удмуртский, удмуртско-русский, грамматические анализаторы, а также генераторы грамматических форм в удмуртском языке. На все эти ресурсы будут даны ссылки в описании к этому видео. Итак, учебники и самоучители. Самый известный учебник – это учебник Ганеева и Перевозчикова «Удмуртский язык для начинающих», который называется «Марим Леща». Можно приблизительно перевести как «кажется, однако». Это очень хороший учебник, в нем множество текстов актуальных, диалогов. Также к нему есть аудиоприложение. Однако есть ряд недостатков. Первое. Грамматика дается в виде таблиц, конспективно, без подробных объяснений. Также тексты и диалоги не переводятся на русский язык, что может представлять сложность для начинающих изучать удмуртский. Есть перевод этого учебника на английский язык. Udmurt for Beginners. Удмуртский для начинающих. В нем есть пояснение к текстам на английском и довольно подробное объяснение грамматики на английском. Но в английской версии перевод не полный, есть только 10 уроков из 25. Следующий учебник, или скорее самоучитель, Назаровой. Удмурт кыл, дышецкон книга. Удмуртский язык, учебное пособие. В этом учебнике грамматический материал объясняется очень подробно, с примерами. Есть тексты, диалоги, пословицы, поговорки, стихи. Также к этому учебнику есть аудиоприложение, в котором озвучены практически все тексты. Какие здесь минусы? В первых же уроках могут встречаться грамматические формы, которые объясняются только в последующих уроках. Например, в первом же уроке встречается форма «пумишки тожамы» до нашей встречи, депричастие, которое грамматически объясняется только в 16-м уроке. В целом книга очень хорошая. Я считаю, что это, наверное, лучший учебник или самоучитель по удмуртскому языку. Переходим к грамматикам. Это прежде всего краткий грамматический очерк удмуртского языка Алатырева. Несмотря на то, что он вышел уже довольно давно, в 1983 году, как приложение к словарю, он до сих пор актуален. На него часто ссылаются в современных учебниках, а также в статьях, посвященных удмуртскому языку. Кроме того, есть подробное, хорошее описание грамматики в Википедии на английском языке Udmurt Grammar. В нем есть подробные таблицы падежей, глагольных форм, в том числе разных форм депричастий. Я не буду сейчас описывать другие грамматики удмуртского языка на английском, также на финском языках. Этому можно посвятить отдельное видео на этом канале. Теперь переходим к онлайн-словарям. Большой словарь, большой удмуртско-русский словарь есть на сайте финно-угорской лаборатории FULAB. Здесь можно задать удмуртское слово и найти его подробный перевод и также со многими примерами употребления. Для примера я взял слово «учи» — соловей. Мы видим «учи чирдем» — соловиная трель.
Учи, Кать, кырджаны, петь как соловей. Также такое словосочетание, например, кыло учи, краснобай, буквально языкастый соловей. В этом словаре можно также искать перевод русских слов на удмуртский, несмотря на то, что это удмуртско-русский словарь. Ну, например, я задаю поисковый запрос на русском «завтракать». Нахожу в словарной статье «чукна», «чукназе», «шишкины». «Завтракать», буквально «завтрак есть». Ну, также нахожу «чукнянь», «утренний хлеб» и «чукнянь корыны», «завтракать», буквально «делать утренний хлеб». Также в этом словаре дано много диалектных вариантов. Например, вот здесь «чукняняны», «завтракать», диалектное. В этом словаре можно также искать слова в разных формах. Например, я помню, что где-то было в этом словаре выражение «уходить на обед», и там была форма «обеде». На обед, слово «обед» в входном падеже. По поисковому запросу «ОБД» нахожу «ОБД Кошкиз». Он ушел на обед. Однако при переводе с русского на удмуртский удобнее пользоваться именно русско-удмуртским словарем. Такой словарь находится на сайте Национального корпуса удмуртского языка. Заходим на этот сайт и в меню выбираем словарь. Ну, для примера набираем поисковый запрос на русском языке «поздравить». Находим «дечь кыланы», «дечь мылкыт щетыны» и так далее. Теперь переходим к параллельному корпусу текстов. Опять идем на сайт Национального корпуса удмуртского языка и выбираем в меню «Русско-удмуртский параллельный корпус». Попадаем на страницу с поиском по корпусу удмуртских и русских текстов параллельных. Здесь можно искать слова или целые словосочетания в русском удмуртском языке. Например, если вы хотите найти соответствие русскому словосочетанию, то выбираете «русский», полнотекстовой и вводите текст. Я для примера ввел текст «Мне пора». Красным подсвечивается найденный русский текст, а справа соответствие ему в удмуртском. Я увеличил удмуртскую часть. Например, мы видим «мыным кошкины кулы». Это значит «мне уходить надо». Также видим «мыным гурте бертанони». Мне уже надо возвращаться домой. И вот, наверное, по-моему, самый лучший перевод «мыным кошконоини». Мне надо уходить уже. Ну, все это перевод русской фразы «мне пора». К каждому удмуртскому слову можно подводить мышь. Там будет перевод этого слова на русский язык и также информация о грамматической форме этого слова. Этот ресурс очень полезен, если вы хотите не просто выучить слово, а посмотреть, в каких контекстах и как оно употребляется. Переходим к грамматическим анализаторам. Заходим на сайт другого корпуса удмуртского языка, он называется «Корпуса удмуртского языка». Выбираем в меню к основному корпусу. Теперь вводим в поле Word слово, которое мы хотим расшифровать, то есть понять, где здесь корень, где суффиксы и какие суффиксы. Будем анализировать слово «кыльёсызья». Выбираем в меню Search Words – искать слова. Дальше смотрим грамматическую информацию. Правда, чтобы ее правильно прочитать, нужно знать английскую грамматическую терминологию. Итак, мы видим word «кыльёсызья». Лемма «кыл» – это корень слова. Мы видим перевод «язык слова». Дальше смотрим в поле grammar
грамматика. N — это значит noun, существительное. Body — часть тела, ну, язык, часть тела. Дальше plural — множественное число. Дальше adverbial — это название падежа, соответственный падеж. И в конце third singular — это третье лицо единственного числа, лично-притяжательный суффикс. И как это расшифровывается? Значит, кыл — слово, кыльос — множественное число слова, кыльосыз — суффикс лично-притяжательное третьего лица единственного числа, его слова, и видим на конце «я» — это суффикс соответственного падежа, то есть в соответствии с его словами. Чтобы расшифровать сокращение английской грамматической терминологии, нужно нажать на кнопочку справа от слова «gloss». Появится таблица с сокращениями английских грамматических терминов. Можно подводить мышь к ним, и там будет полное название. Ну, например, adv мы видим adverbial case, то есть адвербиальный падеж или соответственный падеж по-русски. Можно этот термин перевести в словаре, а можно зайти на Википедию с грамматикой удмуртского языка по-английски и сравнить там таблицы и с таблицами, например, из грамматики Алатырева. Тогда будет ясно, какому, например, падежу английское название соответствует. Так, последнее, что мы рассмотрим, это генератор грамматических форм или парадигм. Заходим на сайт Copius, Community of Practice in Uralic Studies, сообщество практики в уралистике. Выбираем в меню Tools, инструменты. Выбираем Udmurt Paradigm Generator, генератор удмуртских парадигм. Здесь мы можем в поиск вводить удмуртское слово, нажимать Submit и получать все формы этого слова. Для глаголов мы получаем все временные формы, также все деепричастия. Для существительного получаем его во всех падежах, во всех формах притяжательного склонения. Здесь в качестве примера приведены некоторые формы глагола «ужаны» — «работать». Однако я должен предупредить, что для слов с нестандартными формами этот генератор иногда может ошибаться. Поэтому, если есть сомнения, рекомендую проверять эти формы по предыдущему грамматическому анализатору. Вот в нем не бывает ошибок. На этом пока все. Напоминаю, что на каждый ресурс будет дана ссылка в описании к этому видео. Я думаю, что каждому из этих 6 рассмотренных пунктов ресурсов по удмуртскому языку потом можно посвятить отдельное видео, более подробное. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, эта информация будет вам полезна для изучения удмуртского языка.